Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. Рост заболеваемости COVID-19. В кабинете министров обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Культура детям. Акция в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир. 17-летний Максим Гусин нуждается в помощи. КБФ «Ашан» открыл срочный сбор средств. Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Владимира Делба состоялось совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, в республике за последние 10 дней наблюдается не категоричный, но устойчивый рост заболеваемости. Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогенен, проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями. Процент тяжелых больных по отношению к выявленному количеству возрос. Участники встречи озвучили прогнозные данные, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам, вопросы подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19. Доклады представителей Минздрава будут заслушаны на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое состоится 9 апреля. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике врачи связывают в основном с несоблюдением ограничительных мер. Зафиксированные случаи заболевания в общеобразовательных учреждениях. Наша съемочная группа побывала в нескольких школах столицы, чтобы узнать о наличии заболевших и о принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции. Репортаж Эсмы Гуланзе. В третьей столичной школе более 800 учащихся. Как и положено, на входе в учреждение измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. По словам директора школы Майи Пагава, февраль прошел спокойно. Среди учащихся и педагогов не было ни одного случая заболевания COVID-19. Но начиная с середины марта заболел один ребенок. Спустя некоторое время второй. 8 А и 8 Б на самоизоляции. Остальные дети чувствуют себя хорошо. Классные руководители общаются с родителями, спрашивают каждый раз, задают вопросы, как дети себя чувствуют. И вот мы ждем, что в понедельник в этих классах продолжится учеба. У нас, к сожалению, заболела педагог начальных классов. И уже она вернется к занятиям. Новый график учебы и деление на смены позволяют сократить количество учащихся в классах. Сами дети признаются, что не хотят вновь переходить на дистанционное обучение. Мы ходим не 7 дней, а 3 дня. И нас разделили по группам. То есть первая группа и вторая группа. Первая смена и вторая смена. А сколько детей в твоей семье? 15. Расскажи, как вы соблюдаете санитарно-эпидемиологические нормы? Мы носим маски, антисептики носим всегда, салфетки влажные, класс всегда убираем, проветриваем. Стараемся соблюдать дистанцию, но не всегда получается. Вообще, привыкли вы уже к такому режиму? Да, нам ничего больше не остается. Стараемся, чтобы успешно закончить школу. Делаем все для этого. Как ты считаешь, так лучше, чем дома вот вы сидели так? В школе все равно общение с живыми людьми приятнее. Несколько недель назад и в другой столичной школе, в 5-й, были выявлены 2 бессимптомно болеющих учеников. В первом случае мама ребенка собиралась на плановую операцию, поэтому всей семье провели тестирование. И у ребенка тест оказался положительным. В другом случае заболели родители, и у ребенка также подтвердился диагноз. Оба класса, в которых учились дети, были отправлены на самоизоляцию и уже успели вернуться на учебу. 2 недели, еще 4 дня получилось. Пока они там были, техперсонал помогли, и родители помогли, все продезинфицировали. Ну, настолько, насколько это было возможно. У нас антисептики и эти все средства у нас были, управлением образования было выделено. Мы каждый определенный промежуток времени нам доставляются, и родители нам тоже помогают. В 4-й столичной школе на данный момент эпидемиологическая обстановка спокойная. Коронавирусом ученики и педагоги болели только в период строгого карантина, когда школа была закрыта.
Во время карантина, вот с сентября мы 25 учителей у нас болело, 25, более 25 болели. Дети не ходили, поэтому мы их не отправили на карантин. С 15 февраля разрешена деятельность детских садов и начальной школы. С 22 февраля к учебному процессу подключились средние и старшие классы. Сегодня столичные школы работают по графику, разработанному Управлением образования города совместно со специалистами и методистами. Щадящим режимом, скользящим графиком мы, конечно, выполняем все нормы по программе. Если есть какие-то отставания, естественно, учитель связывается с учеником по онлайну. И у нас, получается, есть еще дистанционные тоже уроки для закрепления. Вот. На сегодняшний день, конечно, нагрузку большую несут педагоги. Не могу не отметить, действительно очень сложно. Работать 2 смены. Если норма педагога по санитарным нормам, ставка это 18 часов, младшего звена, старшая 15 часов, то наши педагоги отрабатывают до 40 часов. Что касается сегодняшней ситуации, то можно отметить, что в принципе, неплохая ситуация по городу Сухум в наших школах и в дошкольных учреждениях. В процентном соотношении болеют где-то 2%. Что касается других школ республики, то наиболее сложная ситуация сегодня в Бамборской средней школе. С 5 апреля ее частично закрыли на карантин в связи с тем, что здесь заболели несколько учащихся и педагогов. В данное время ученики с 5 по 11 классы и учителя находятся на 2-недельной самоизоляции. Данное решение было принято с Будаута, согласовано с Министерством просвещения и главой администрации с целью недопущения заболеваний. Хочу обратиться к родителям, что данная ситуация не вызывает беспокойства, что учащиеся переведены на дистанционное обучение. Сегодня учебный процесс во всех школах контролируется. Мы осуществляем мониторинг ежедневного посещения детьми, но, безусловно, имеет место заболевание, это ОРВИ. Но хочу обратиться, пользуясь случаем, ко всем родителям, чтобы не вызывало беспокойства, ситуация контролируемая. В целом ситуацию по образовательным учреждениям республики специалисты характеризуют как стабильную, при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В целом, соответственно, у нас ситуация стабильная, но претензии есть к школам, которые, например, неправильно установили флуороциркуляторы. Вот мы в сельских школах увидели, надо их закреплять на стены, не на пол, не в коридорах, а именно в классах, где много, соответственно, детей там находится единовременно. Второе нарушение, что, может быть, не везде у кранов есть мыло или антисептики, за этим тоже надо строго следить, чтобы у детей была возможность помыть руки. Министр просвещения и языковой политики вновь призвал всех директоров и начальников отделов образования республики держать процесс под строгим контролем. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В пресс-центре Арс-Мира состоялась презентация Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии. Цель новой организации – лоббирование интересов фермеров, их поддержка, создание небольших кооперативов по сфере деятельности для взаимопомощи. Как рассказал председатель ассоциации Денис Соломка, сам он занимается разведением перепелов и производством продукции из них. Среди членов организации есть овощеводы и животноводы из разных районов страны. Она возникла довольно спонтанно, исходя из тех проблем, с которыми мы столкнулись, когда начали создавать свое собственное хозяйство. Вот. И мы пришли к тому, что можно решать вместе. Сотрудники МЧС Абхазии доставили в Сухум одну из монахинь, которой потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает официальный сайт МЧС. Монахиня жила отшельницей в одной из высокогорных частей в окрестностях села Каман. Спасатели на носилках доставили больную в Каманскому монастырю. Затем сотрудники медицинского управления МЧС республики на спецтранспорте перевезли монахиню в республиканскую больницу.
Гудаутском районе все готово для проведения выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в республике в воскресенье 11 апреля. В районной избирательной комиссии зарегистрировано 57 кандидатов в депутаты. Всего в районное собрание должны избрать 30 человек. Члены комиссии уже поработали со списками. У нас по спискам было 1990, но на сегодняшний день выявлено, что 22 умерших и 3 выписанных. Так что у нас по списку проходит 1968 избирателей. Но надеемся, что все пройдет нормально. Продолжается проект посла доброй воли Абхазии министра культуры Гудисы Агарба «Культура детям». В его рамках в честь векового юбилея Национальной библиотеки имени Ивана Попаскир Гудиса Агарба вместе с директором библиотеки Борисом Чулария провели экскурсию детям. Репортаж Сарии Кварцхеля. Дату Кварцхеля, Сандрик Цвижба, братья Надар и Наур Адлиба впервые посетили Национальную библиотеку. Взяв в руки свой первый читательский билет, они долго рассматривали его. Вскоре их внимательное изучение билетика нарушил министр культуры Гудиса Агарба. Познакомившись, они дружно направились на экскурсию в книжно-словесный рай. Наур? Да. Очень приятно, Наур. Давай знакомиться. Меня зовут Гудиса. Так, напомни, как тебя зовут, дружище? Надар. Надар? Молодец. Давай знакомиться. Меня зовут Сандрик. Сандрик? Молодец, очень приятно. Участник акции «Культура детям» Дату Кварцхеля, подопечный культурно-благотворительного фонда «Ашана». Ему 9 лет. Приехал он из Гудауты со своей мамой. Сложнейший этап в жизни семьи Кварцхеля начался в 2018 году после несчастного случая – падения с велосипеда. У мальчика появились сильные головные боли с последующей потерей сознания и судорогами. У него диагноз стоит эпилепсия флокальная, структурная, также гидроцефалия головного мозга. И сейчас у него обнаружили 3 очага головного мозга, но пока неизвестно, что это. Они не могут понять. Любознательный и очень спокойный Дату стеснялся даже сесть рядом с другими мальчишками в мини-кинозале, который расположен внутри библиотеки. Вскоре он, конечно, согласился с условием, если я буду сидеть рядом. Далее мы направились в кабинет Ивана Попаскир. Здесь Дату впечатлила шляпа абхазского писателя. Я люблю математику, я люблю рисовать. В какой школе ты учишься? Я учусь во 2-й школе. В каком-то классе? Во 2-м. Тебе сегодняшняя акция понравилась? Да. Вам сегодня про книжки рассказали, залы большие, красивые, с книгами показали. Вот ты раньше вообще такое видел? Понравилось тебе? Да. Ты своим друзьям расскажешь? Да. Сегодня я познакомился с мальчиками. Мне очень понравилось. Ты сегодня еще и с министром познакомился, да? Ты его раньше знал? Остальные участники акции постеснялись говорить на камеру, но подопечный фонда Кираз Наур Адлиба все же рассказал стихотворение. Рыхлый снег темнеет в марте, тают деньги на окне. Зайчик бегает по парте и по карте на стене. Это уже 3-я акция проекта «Культура детям» посла доброй воли Абхазии министра культуры Гудисы Агарба. Он подчеркнул, что когда эпидситуация будет благоприятной, количество детей, которые примут участие в подобном мероприятии, увеличится. Как вам известно, нынешний год он юбилейный. Нашей национальной библиотеке 100 лет. И нам захотелось рассказать нашим подрастающим детишкам о том, как устроена работа в национальной библиотеке. В первую очередь привить интерес к чтению. И мы искренне надеемся, что нашим маленьким гостям сегодня этот проект понравился. Было очень много вопросов с их стороны. Мы постарались на них ответить. Главная задача – это привить интерес к культуре, к творчеству, подрастающее поколение, вне зависимости от того, кем они будут в будущем, когда они вырастут. В завершении встречи от лица библиотеки и Министерства культуры детям были вручены памятные подарки. После каждой экскурсии мы можем наблюдать невероятные эмоции детей, которым очень была интересна экскурсия, как, например, сегодня детишкам вручили подарки, и они уже начали рассматривать книжки, уже договорились с министром культуры, что после прочтения книг они обязательно поделятся своими впечатлениями о них. Проект «Культура детям» обязательно получит продолжение, охватывая различные объекты историко-культурного наследия нашей страны. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор средств на лечение Максима Гусина и приобретение протеза. Необходимо собрать 391 тысячу рублей. Очень люблю рыбалку, где только не был. И на море, и на озере, и на Бибисире, и в Ачугуарах, где только не был я уже. Вот пока остановка на этом. Глядя на жизнерадостного 17-летнего Максима, сразу и не обратишь внимания на то, что у него нет ноги. За добрым солнечным взглядом светловолосого юноши скрываются железная воля, твердый характер и огромная сила духа. Это ему помогает заново учиться жить. Жизнь Максима резко изменилась за один день. 6 февраля в результате несчастного случая мальчик получил огнестрельное ранение в левую ногу. Охотники охотились. А здесь у нас ведь болото полностью было, а сейчас вот засыпают. А здесь каждый год утки, все охотники со всего города стреляют, палят, кто где, откуда, непонятно. Как получилось, что получилось, до сих пор мы сами не знаем ничего. Чтобы спасти ногу, Максиму сделали 3 операции, а 4-ю провели уже с согласия мальчика. Надо было ампутировать ногу, так как спасали уже его жизнь. После всего произошедшего Максим, казалось бы, должен нуждаться в поддержке, но, по словам его мамы, все наоборот. Меня он знакомый спрашивает, как, говорит, он плачет? Я говорю, нет, говорю, наоборот, дома всех поддержит. Нету слез, нету капризов, нету. Вы, говорите, не бойтесь, я, говорит, буду ходить. Максим очень любит рыбачить и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к своему любимому занятию. Но для этого мальчику необходимо дорогостоящее лечение и протез. Многодетная семья Гусиных не может себе этого позволить. В этом небольшом доме в районе депо ютятся 9 человек, так как жилье, в котором Гусины проживали раньше, сгорело. Из 9 человек работает только дедушка, зарабатывает 10 тысяч в месяц. Мать Максима – домохозяйка. Максим – самый старший в семье. У него еще 4 младших братьев и сестер-школьников. Отец Максима работу потерял. При таких обстоятельствах собрать сумму в 391 тысячу рублей для этой семьи невозможно. Именно такая сумма необходима для лечения мальчика и установки протеза. За помощью семья обратилась в культурно-благотворительный фонд «Ашана». Вот сидим, вот где же мы возьмем такие деньги? А их кормить надо, их в школу надо, их одеть надо, в школу надо что-то дать. Были бы деньги, мы разве бы когда-нибудь что-нибудь попросили у кого-нибудь. Мы всегда сами все. Максим, несмотря на несчастный случай, очень общительный и открытый мальчик. Его часто навещают друзья. Однако пойти гулять с ними он не может. Но благодаря современным разработкам медицины у юноши есть шанс встать на обе ноги. Произошел несчастный случай, потерял ногу. Нуждается в установке дорогостоящего протеза с коленным и голеностопным суставом. Это вещь непростая, дорогая, требующая как установки, так потом реабилитации, ухода. Я верю, что сердобольных людей больше, добрых людей больше и окажут посильную помощь этой семье посредством фонда «Ашана». Максима уже ждут в центре ортезирования «Ортез» в Ереване. Медлить нельзя. Врачи рекомендуют как можно раньше приступить к протезированию, чтобы восстановление двигательной активности пошло быстрее. На вопрос, что он сделает первым делом, когда встанет на ноги, Максим ответил. Когда смогу встать, я прямым ходом на море рвану. Там буду рыбачить. Без этого я не могу уже. Максим очень ждет этого дня. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» обращается к неравнодушным жителям республики помочь мальчику. Самый легкий и доступный способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ «Ашана». Гугуса Вардания, Инна Лугухава, Абхазское телевидение. В завершении выпуска на погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 9 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 8-13, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.